Это заповедник Беловежская пуща в Белоруссии. Древний лес, который находится под защитой благодаря своим огромным размерам, труднодоступности и безграничному величию. Это капсула времени для многих животных. Они сохранились здесь, в то время как остальные первобытные экосистемы планеты были разрушены человеком. Заповедник позволил выжить многим видам, которые практически вымерли в других регионах Земли. Например, большому подорлику, а также крупнейшему млекопитающему Европы – зубру. Здесь они процветают, в то время как в других местах исчезли полностью. Местная уникальная природная среда дала ученым возможность наблюдать и следить за этими исчезающими видами на протяжении времени, чтобы найти способы сохранить и восстановить популяции. Ученые преданы своей работе и полны решимости. Команда работает каждый день, чтобы сохранить европейских животных для будущих поколений. Беловежская пуща. Первозданный лес. Там будет просека направо большая. Нам нужно будет остановиться. Если мы сможем дальше поехать, то тогда свернуть на нее. Антон Кузьмицкий и его коллега Валерий Домбровский – орнитологи. Их задача найти и маркировать птенца большого подорлика, хищника, стремительно исчезающего с лица земли. Так. Антон родился здесь и вернулся в пущу после получения диплома биолога. Валерий – его коллега из Белорусской академии наук. Вместе они проводят каждое лето, наблюдая за птицами в пуще и маркируя их. Заповедник – настоящая золотая жила для орнитологов. В пуще водится 250 видов птиц. Это половина всех видов, обитающих в Европе. Лес защищает птиц, а птицы, в свою очередь, защищают лес. Черный дятел и его коллега белоспинный дятел убивают насекомых, которые вредят деревьям. Лето – сезон гнездования, и родители, например, эта маленькая мухоловка, заняты кормлением своих птенцов. То же самое делает и самка большого подорлика. Она поймала мышь для своего птенца. И орнитологи следят за полетом взрослой птицы, пытаясь найти гнездо. Эта местность идеальна для большого подорлика. Птица охотится на болотах, а гнездится в лесу. В Европе такое сочетание ландшафтов встречается редко из-за развития орошаемого земледелия и лесозаготовочной промышленности. Большой подорлик – застенчивая птица, он не будет гнездиться ближе, чем в километре от любых проявлений цивилизации. Здесь, в лесу, 10 пар подорликов чувствуют себя хорошо, но в остальных регионах они на грани исчезновения. Антон и Валерий пытаются понять ключевые причины сокращения популяции подорликов. Ученые пытаются кольцевать каждого птенца, чтобы следить за ними, но для этого биологи должны забраться вглубь девственного леса. Путь предстоит не близкий, нам надо будет на 2,5 километра выйти на окраину болота, лес заболоченный, вот. И это важно, найти самый короткий путь, чтобы хватило сил на обратную дорогу. Путь в 2,5 километра займет не менее 3 часов. И ученым по-прежнему нужно найти местоположение гнезда. Мы сейчас идем на предполагаемое место гнездования большого подорлика, которое было определено из открытого болота по приносу корма. Вот. Мы не имеем конкретного гнезда, а имеем такое место, где будем искать гнездо. Это лето выдалось удачным для орнитологов. Было сухо, и многие болотистые места стали доступными, но туда можно добраться только пешком.
Площадь этого огромного океана зелени – 1500 квадратных километров. Заповедник расположен на территории двух стран – Польши и Белоруссии. В 1992 году ЮНЕСКО объявила эту территорию объектом всемирного наследия. Однако особый статус этот лес получил гораздо раньше. 600 лет назад здесь охотились польские короли. С тех пор представители правящей элиты приезжали сюда отдыхать. Русские цари охотились в пуще, и советские лидеры поддерживали эту традицию. В это время никто другой не мог здесь охотиться или рубить местные деревья. Благодаря этому лес выжил, в отличие от других лесов Европы. И здесь удалось сохранить уникальную природную среду. Это рай для большого подорлика, который может жить только вдали от цивилизации. Все благодаря девственному лесу и болотам. Через 3 часа пути Антон и Валерий прибыли туда, где, по их мнению, может находиться гнездо с птенцом. Они осматривают кроны деревьев в поисках птенца. И Антону, в конце концов, улыбается удача. Вот мы нашли какое-то гнездо, возможно, большого подорлика, возможно, какой-то другой хищной птицы. Нужно внимательно посмотреть. Не специалист едва ли смог бы заметить гнездо, но следы на земле помогают его обнаружить. Вот. Есть помет, то есть какое-то присутствие птицы, оно видно. Есть сухие ветки зеленые, она украшает гнездо свое, подновляет его. Птенца не видно, сложно сказать, что это за ситуация. Может, он погиб, а может, в гнезде находится. Мы это сможем узнать только если залезем на него. Надо попробовать залезть. Высота дерева 25 метров. Ученым приходится быть в хорошей форме, чтобы работать в этом лесу. Погода жаркая и влажная. И из-за этого Антону еще сложнее залезть на дерево. Пусто. Птенца нет. В этом году гнездо не занято орлами. Возможно, совы гнездились. Бородатая неясыть, там найдены остатки питания, вероятно, принадлежащие совам. На земле как-то приятнее. Человек себя ощущает. Далеко нам до птиц. Похоже, Антону снова предстоит долгий путь до следующего возможного местонахождения гнезда. Еще одна сокращающаяся популяция нашла убежище под покровом этого древнего леса – обыкновенные волки. На них охотились по всей Европе, что практически привело к их вымиранию. Даже сейчас охота на волков не запрещена. Есть опасность, что волки тоже исчезнут с лица земли. Мать этих волчат попала под машину несколько дней назад и погибла. Чтобы волчата выжили, их отдадут в зоопарк. По словам местных ученых, здесь осталось не более 30 волков. На них охотятся, потому что они сами охотники. Стая волков может убивать до 4 оленей в неделю, чтобы прокормиться. Этому оленю не повезло, но его гибель дает уникальную возможность участникам программы по защите и сохранению видов. Руководит проектом Виктор Финчук. Он собирается использовать этот свежий труп как приманку. Мы расставим камеры, чтобы посмотреть,
Кто придет есть оленя, и будут ли среди этих животных волки. Мы сможем увидеть структуру стаи, узнать, взрослые ли там животные или молодые. Я установлю еще одну здесь. Камеры ловушки включаются, когда срабатывает датчик движения. Они зафиксируют каждое животное, которое придет полакомиться свежим мясом. Волки часто возвращаются к телу жертвы за добавкой, поэтому сегодня Виктор и его коллеги надеются именно на это. Первой на пир приходит лиса. Она появляется, пока Виктор все еще устанавливает камеры. И лисица вот приходила. Ну так она вообще не боялась, лисица. А потом собака инотовидная. Другие камеры в лесу зафиксировали волков, поедающих добычу. Виктор работает со смотрителями в тех частях леса, где были замечены волки, чтобы расставить капканы. Ученые хотят отслеживать последних оставшихся волков, и для этого наденут на них ошейники с GPS-локатором. Но такой, я не знаю, надо решить, если такой облезлый, может, такого и не стоит метить, потому что если больной, то он... Эти капканы кажутся средневековыми орудиями пыток, но на самом деле они специально разработаны так, чтобы не причинить волку вреда. Получается, что челюсти не смыкаются полностью, поэтому нога... Зазор есть, чтобы лапа оставалась неповрежденной здесь. Ошейник будет работать год, а затем автоматически отстегнется и упадет. Он будет посылать сигналы, позволяющие исследователям анализировать передвижение животных. Тут все на болтах. Чтобы надеть на волка ошейник, животное нужно поймать и на время усыпить. Смотрители делают капканы для волков со специальными приспособлениями, чтобы не ранить животное. Когда попадает зверь в капкан, вот, начинает дергаться, пружина имеет, как бы фиксируется, и она смягчает рывок. Вот она, для этого делается вот это вот приспособление. Они опускают капканы в жидкий воск, который прилипает к металлической поверхности и блокирует запах металла и человека. Когда капканы и цепь достают из чана, никому нельзя трогать их без перчаток. У волков очень тонкое обоняние, и они не подходят близко к тому, что пахнет подозрительно. Капкан готов. Теперь смотрителям и ученым необходимо решить, в каком месте установить этот единственный во всей Беловежской пуще капкан. Беловежская пуща, первозданный лес. Этот древний лес в Белоруссии многие сотни лет был убежищем для диких животных. Сейчас он находится на передовой в битве ученых за спасение исчезающих видов. И для некоторых работа начинается еще до рассвета. Алексей Буневич изучает зубров. Пораньше надо уехать. Надо пораньше уехать, пока это не расцвело в лес, чтобы посмотреть туда зубров. Потому что иначе, в противном случае, они идут в лес, мы их не увидим. Это наша задача. Чем раньше мы к ним доберемся, тем лучше мы определим. Сегодня посмотрим маленьких телят, где когда родился, кто в апреле, кто в мае, кто сейчас, кто и надо задача посчитать, сколько там у нас этих маленьких уже появилось на свет. Зубры выходят пастись, как только светает. До места нужно ехать 2 часа. Доброе утро. Едем. Едем, да.
Алексей уже 20 лет наблюдает здесь за возрождением популяции зубров. Сейчас мы поедем, посмотрим одно из стад, которое расположено на северо-востоке Беловежской пущи. Вот эти стадо как раз выходит на открытое пространство. В отличие вот здесь, что на юге, которые зубры здесь есть, они пока еще не выходят с леса. Поэтому их обнаружить очень трудно. Зубры – крупные животные, но их не так легко найти. Как и многие обитатели леса, они выходят на открытые пространства только на рассвете. Но как только замечают людей, тут же прячутся. Что-то там похоже на зубра, но это не зубр, это что-то очень... А, это куст такой, разросся куст, Юра. Охота в лесу во время Первой мировой войны привела к полному исчезновению зубров. Это огромное животное, крупнейшее в Европе, полностью вымерло в дикой природе. Но, к счастью, в зоопарках сохранилось несколько особей, и благодаря им популяцию возродили. Год за годом численность зубров в белорусской части пущи росла, и сейчас она составляет 460 особей. Защита лесного покрова создает благоприятные условия для жизни. Ученые наблюдают за популяцией зубров, чтобы обеспечить стабильный рост численности. Но зубры робкие животные, и сейчас, в период, когда телята еще маленькие, они еще более осторожны. Это осложняет работу Алексея. Так, я отлучу сейчас на минут 40, посмотрю там следы Лешки. Вернусь туда, поедем дальше. Эта часть пущи находится под строгой защитой. К ней имеют доступ только ученые, чтобы не нарушить хрупкую лесную экосистему. Очень хорошо они реагируют на запах человека. Поэтому надо сюда стараться подходить с подветренной стороны. Надо очень медленно идти, не делать резких движений. Если какой-то даже зуб смотрит на эту сторону, надо остановиться. Замереть на некоторое время. И вот когда он посмотрит, что движений никаких нету, тогда можно опять. И вот так потихоньку можно. Одна находка говорит о том, что Алексей на верном пути. О, здесь мы обнаружили купалку зубров. Дело в том, что они любят здесь валяться, особенно летом, когда в жаркую погоду, и качаются, обдают себя песком. Но это связано с тем, чтобы они хотят избавиться от всяких жалящих насекомых, которые их кусают. Дерево, на котором шатит красная кора, это показатель того, что здесь были зубры. Дело в том, что они, кроме травянистой корма, им нужно еще древесно-веточный. Они свой рацион пополняют за счет коры или за счет побегов деревьев. Вот. И даже что сохранился немножко так, запах мускуса, это зубры где-то здесь рядом. Зубры близко, но несмотря на все меры предосторожности, когда Алексей замечает стадо, зубры замечают и ученого. Но он успевает насчитать 7 самцов. И это не матери с детенышами, которых ищет Алексей. Многие самцы проводят лето в группе, в то время как самки в одиночестве уходят в лес, чтобы растить детенышей. Зверь есть зверь. Другое дело, если в зимний период, они менее осторожные. А летний период, как вот сейчас, они очень осторожные зубры. Алексей должен продолжить поиск самок. Виктор Финчук и смотрители договорились, где установить капканы для волков, и начали их ставить.
Их цель – поймать волка из одной из немногих оставшихся здесь стай и надеть на него ошейник с GPS-локатором. Землю выкладываем на брезент для того, чтобы потом, замаскировавший капкан, лишнее все это убрать за собой. Капкан спрятан, его невозможно увидеть на земле. Но чтобы вызвать любопытство волка и заставить его подойти, мы что-то меняем на этом участке. Приносим полено или оставляем бумажку, которая будет шевелиться на ветру, издавать звуки, привлекать внимание. Все ради того, чтобы волк, идущий по тропе, заметил изменения, подошел из любопытства и, будем надеяться, попал в капкан. Стая волков может жить на территории более 200 квадратных километров. За день охотящийся волк пробегает более 20 километров. Поэтому волки на протяжении недель могут не встретить установленные 15 капканов. Смотрители должны сделать ловушки как можно более заманчивыми. Для того, чтобы установить капкан, привлечь внимание волка, мы применяем мочь волка. Берется, проливается на какой-нибудь предмет. Движущийся волк по дороге, услышав запах и обратив предмет на предмет и услышав запах, подойдет понюхать вот эту мочу и попадет в капкан. Смотрители будут проверять капканы каждый день. На протяжении веков деревья здесь вырастают и падают. Это привело к появлению многоярусного лесного полога наверху и разнообразию гниющих бревен внизу. Это секрет успеха Беловежской пущи. Лесная подстилка и гниющие бревна дают кров разнообразным насекомым. В лесу обитает 12 тысяч видов беспозвоночных. Это отличный источник пищи для птиц и летучих мышей. Один из проектов посвящен наблюдению за летучими мышами. Эти приборы называются бэткодер. Они улавливают ультразвук, когда летают летучие мыши. Они расставлены в разных ярусах, в кроне деревьев. Разные виды охотятся на разной высоте. Николай Черкас, биолог, работающий в Беловежской пуще. Участвует в нескольких проектах, но сегодня выходит на очередную проверку популяции летучих мышей. В остальных районах Европы дикие летучие мыши живут в городских строениях, но здесь они обитают в дуплах деревьев так же, как и их предки. Но здесь не город, здесь все видно. Но такую группу, как летучие мыши, ее очень трудно изучать, потому что это ночные животные. Это единственное место в Европе, где можно наблюдать за летучими мышами в их естественной среде обитания. Мы сейчас в местах, где наши бэткодеры были установлены, еще плюс ко всему изучаем с помощью сетей. Этот способ тоже дает достаточно хороший результат. Первым в сеть попал шершень. Затем вот эта зарянка. Николай постоянно наблюдает за сетью и быстро освобождает птицу. Летучие мыши вылетают из дупла после заката, и тогда ультразвуковой детектор начинает улавливать их сигналы. Николай готов к долгому ожиданию в кромешной тьме. В Беловежской пуще работа ученых по сохранению исчезающих видов продолжается и днем, и ночью. Беловежская пуща – первозданный лес.
В глубине леса Беловежской пущи биолог Николай ждет, когда летучая мышь попадет в сеть. Прошло 2 часа. Он много раз осматривал сеть и, наконец, поймал летучую мышь. Кусается. Этот бурый ушан, как и все летучие мыши, использует эхолокацию. Он анализирует отраженный сигнал испускаемых им звуковых волн для охоты и ориентации. Большинство летучих мышей ловят добычу на лету, но этот вид может ловить насекомых на поверхности листьев. Он называется ночница натеррера. Вид занесен в Красную книгу, составленную Международным союзом охраны природы. Так, это бурый ушан, кормящая самка. Мы ее взвесим, измеряем и потом отпустим. Длина предплечья этой особи 4 см 2 мм. И весит она 15 граммов. После всех неприятных процедур животное свободно. Но летучая мышь не преминула попозировать перед камерами. Николай возвращается домой, чтобы послушать записи, сделанные ночью. Она пеленгует именно свою жертву. А наши приборы, они улавливают этот ультразвук, записывают, регистрируют с точностью до секунды. Все это делается. И первичная обработка это делается благодаря специальной программе, которая может разложить много-много записей на определенные виды. Летучие мыши используют частоты от 27 до 56 кГц, длительность сигналов 2,5 миллисекунды. Только специальное оборудование может их распознать. Следующим утром Антон встает рано, чтобы продолжить поиски птенца большого подорлика. Вчера, после изнурительного 2-часового похода, он обнаружил пустое гнездо. Сегодня Антон попытает счастье на новом месте с новым напарником, Николаем. После долгого похода они нашли еще одно возможное гнездо подорлика. Гнездо на елке достаточно низко. Хорошее место, можно без когтей залезть, но страховочку надо надеть. Большого подорлика, это крупный, это взрослых родителей. Вот. Снизу помет, то есть 100% жилое. Надо залезть посмотреть, если там птенец. Вероятность, что это гнездо подорлика, довольно высока. Птенец на гнезде, по возрасту около месяца. Ну, корма у него тут достаточно, его хорошо родители кормят. Судя по признакам, это малый подорлик. Это не совсем то, на что надеялся Антон, но птенец малого подорлика тоже хорошая находка. Количество пищи в гнезде означает, что взрослая птица вернется не скоро. Антон спускается вместе с птенцом, чтобы его кольцевать. Малый подорлик, лучше большого подорлика, сумел приспособиться к антропогенным изменениям окружающей среды, но он по-прежнему считается исчезающим видом.
Это двухмесячный птенец. Он подходит для процедуры. Антон не стал бы трогать более молодого птенца, поскольку тот мог бы выпасть из гнезда или его мать могла бы его бросить. Этот птенец еще не умеет летать, и это делает его идеальным объектом для кольцевания. Николай накрывает его кепкой, чтобы успокоить, и чтобы птенец не клевался во время процедуры. Металлическое кольцо будет обнаружено только после смерти подорлика. На нем есть вся информация о птице. Цветное кольцо будет заметно на фотографиях. Цвет указывает на страну происхождения, чтобы наблюдатели в любой части планеты смогли узнать, откуда эта птица, и сообщить ученым. Наш птенец получил беловежскую прописку, паспорт своеобразный. И сейчас пускай... Антон, Да. выше поднимай. Понимаю. Это будет первое путешествие птенца вниз и вверх, но со временем он налетает не 100 километров во время миграций. Давай я тебя поправлю, чтобы ты хорошо тут устроился. О, какие у тебя красивые кольца. Ни у кого таких нету больше. Сейчас прилетит мама, принесет тебе корм. Ну, тихо, тихо. Не сердись. Немножко мы тебя потревожили. Будем надеяться, что ты вырастешь большим орлом, вернешься в дальнейшем к нам на места гнездования, найдешь свою вторую половинку, и они продолжат твой род. Антон возвращается на землю, присматривая за птенцом. Ну, с подорликом вроде все в порядке. Он остался на гнезде, мы его кольцевали. Будем надеяться, что бердвотчеры, которые активно наблюдают за орлами на местах миграции, заметят нашу птицу. В этом поможет цветное кольцо. Задание выполнено, но для его завершения необходим еще один шаг, и тут Антон ничем не может помочь. Вернется ли к птенцу его мама, чтобы покормить? Беловежская пуща, первозданный лес. В глубине лесного массива Беловежской пущи в Белоруссии птенец редкого подорлика, кольцованный орнитологами, ждет, когда мама принесет ему поесть. Наши камеры ждали долго, но через сутки мать наконец вернулась к птенцу. Осенью эта птица совершит свой первый перелет. На зиму малые подорлики улетают из Беловежской пущи в Северную Африку, Южную Европу и в Средиземноморье. Это будет опасным путешествием для обладателя 2 новых колец. Деятельность человека представляет угрозу для перелетных птиц. Поля, обработанные инсектицидами, высоковольтные ЛЭП и, конечно, охотники. Этот птенец должен избежать всех опасностей, чтобы вернуться в пущу на лето. Ученым и смотрителям повезло. В восточной части леса в один из капканов попался волк. Его усыпили на время, снабдили ошейником с GPS-локатором. Теперь он может вернуться в лес.
Волк многое пережил. Сначала капкан, потом наркоз, сейчас у него появился странный новый аксессуар, к которому нужно привыкнуть. Но, кажется, он доволен и возвращается в лес. Первый волк получил ошейник, он очнулся от наркоза и убежал в лес. Все это произошло благодаря специальным капканам, которые не ранят волка. Все процедуры мы проводили на одеяле, чтобы волк не замерз. И теперь мы сможем на компьютере следить за передвижениями животного. Можем видеть, в каких охраняемых территориях он появляется и как часто. А также, как строгая охрана влияет на поведение волков и их добычи. Алексей Буневич по-прежнему ищет стадо зубров с новорожденными телятами. Его задача — наблюдать и фиксировать растущую популяцию. Дикие зубры очень осторожны, к ним трудно подобраться, но после дня поисков Алексею повезло. Он находит стадо из более чем 30 взрослых зубров, среди которых есть и маленькие детеныши. Ну, я насчитал в этом стаде 6 телят, цигалетку. Ну, это пока только начало лета, можно сказать. То есть еще, я думаю, что с десяток штук будет этих к концу сезона. Стадо хорошее такое. Все зубры упитанные, красивые, выленившиеся. Стадо не дает Алексею много времени. Через 5 минут зубры замечают ученого и убегают. Зубры берут детенышей в кольцо и исчезают в лесу. Популяция зубров стремительно растет, и их становится слишком много для этой территории. Смотрителям приходится кормить зубров, особенно зимой, иначе хороший аппетит этих гигантов будет угрожать деревьям и лесной фауне. Вот, казалось бы, такой зубр интересный, редкий, веселый, но когда их много, то они тоже вредят лесу. Мы можем практически, вот, которые из любные породы, которые не любят, там, рябина, ива, они практически его уничтожают. Исследователи разрабатывают программы обмена с другими странами, чтобы вернуть этих величественных животных на просторы, по которым когда-то бродили их предки. На поверхности этого зеленого океана заметен шрам. Он образовался во время строительства лесовозной железной дороги. Ее построили немцы во время Первой мировой войны, чтобы перевозить стволы, срубленные оккупантами. Из леса вывезли более 4,5 миллионов кубометров древесины, включая сотни гигантских вековых дубов. Эта просека была вырублена для хранения бревен, и в земле после этого осталось столько опилок, что даже спустя 100 лет здесь ничего не растет. Эта просека стала прекрасной велодорожкой на открытых территориях пущи. Маршрут дает тысячам посетителей возможность безопасно наслаждаться первобытным лесом. Каждый год зоны, открытые для туристов, посещают 450 тысяч человек. Это число скоро должно вырасти, потому что недавно Белоруссия открыла Беловежскую пущу для всего мира. До настоящего момента многие иностранные туристы должны были получать визу, но летом 2015 года это ограничение было снято президентским указом. Скоро пуща станет обязательным местом для посещения для любителей природы со всего мира. Дуб «Патриарх» – одна из самых популярных достопримечательностей. Этому 30-метровому гиганту около 600 лет. Он был здесь, когда рядом охотились польские короли.
Этот дуб пережил войны и остался нетронутым, в отличие от многих своих собратьев. Семья Блиновых приехала из России, чтобы увидеть этот нетронутый природный мир. Какая кора толстая. Огромный, сильный, теплый. Ольга и две ее дочери с трудом могут обхватить треть ствола дуба диаметром в 2 метра. Вековые деревья, воздух. Сам воздух. Приезжаешь, можно дышать полной грудью. Красиво, необыкновенно, сказочно. Следующая остановка в путешествии в лес — наблюдение за обитателями Беловежской пущи. Как мы уже видели, это не так-то просто. Ольга, Полина и Мария прибыли в охотничью башню, расположенную на поле, на которое иногда не каждый день перед закатом выходят дикие животные. Здесь нужно подчиняться правилам, первое из которых — соблюдать тишину. Дикие животные слышат каждый шорох. Хотелось бы, чтобы вышел. Башня расположена на высоте и хорошо изолирована, чтобы животные не почуяли запах человека. В конце концов, через час появляется стадо оленей, чтобы поесть свежей луговой травы. Посмотри. Посмотри. Они поменяйтесь с нами. Да. Видишь? Смотри, они даже прыгают вон там. Да, это олени. Да. Затем прибегает лисица, она охотится на мышей. И затем главный приз на вечерний променад — выходит зубр. Там машет. Дай Поле посмотри. Да посмотри в трубу. Вот отсюда. Давай я тебя подержу. О, все, вижу, цель видишь. Ой, блин, я туда смотрю. О, какой. Большой. Траву, что ли, ест? Ну, он похож на корову, только он с шерстью. Просто восторг переполняет, потому что в живой природе вот удалось увидеть зубра. Зубр вообще редкое животное. Это намного интереснее, чем в зоопарке. Это место дает Блиновым драгоценную возможность пообщаться с природой, а для зубра это райский уголок. Однако этот девственный лес, действующие здесь программы защиты и преданная команда ученых играют важную роль в жизни каждого из нас. Лес не только сохраняет исчезающие виды для будущих поколений, но и восстанавливает хрупкий баланс природного мира. Создатели программы выражают благодарность Управлению делами президента Республики Беларусь, Министерству информации Республики Беларусь, Государственному природоохранному учреждению «Национальный парк Беловежская пуща», компании «Космос ТВ».